Наконец-то нам объяснили, но, к сожалению, не власти Таджикистана. Подписывайтесь на обновления и будете в курсе всего самого важного. 2 дня назад, 25 марта, официальный представитель МИД Афганистана Кахор Балхи в своем твиттер написал, что делегация Министерства иностранных дел Талибана посетила консульство Афганистана в городе Харок, административном центре Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Делегация во главе с начальником финансового и административного отдела Мухаммадом Мусо Амири посетила консульство Афганистана в Хароге. Наряду с оценкой дел консульства делегация внимательно осмотрела здание консульства Афганистана и поделилась с министерством своим видением реконструкции. Здание консульства Афганистана в Хароге пострадало из-за недавней лавины. Это первое сообщение о посещении Таджикистана представителями движения. Официально этот визит власти республики не комментировали. Сотрудник МИД Таджикистана в телефонном разговоре воздержался от комментариев по этому поводу. В то время как Таджикистан, не имея дипломатических отношений с талибами, подвергается критике политики этой группировки в организации правительства и несоблюдения прав человека, непонятно, как делегация талибов очутилась в Таджикистане. Никаких фотографий или видео этого визита не было опубликовано. Что может означать этот визит, попытался пояснить эксперт. Один из экспертов по политическим вопросам на условиях анонимности назвал защитой национальных интересов фактор смягчения отношений Таджикистана с этой группировкой. Учитывая сложную ситуацию в мире, прямое столкновение интересов мировых держав на территории постсоветского пространства, Украина, явные и скрытые связи основных игроков мировой и региональной политики с талибами, Таджикистану становится все сложнее продвигать бескомпромиссную позицию и политику в отношении нынешних властей Афганистана. Поэтому, чтобы избежать возможных опасностей и угроз для республики со стороны Афганистана, установление относительных отношений с талибами не представлялось невозможным, сказал он. Целью этого шага, по его словам, может быть только защита национальных интересов, прежде всего безопасности нашей страны. Иными словами, условия складываются таким образом, что у Таджикистана не остается другого выхода, кроме как установить некие отношения с талибами. На словах Америка и Европа критикуют талибов, но уже 1,5 лет еженедельно предоставляют в распоряжении этой группировки около $40 миллионов. Если бы не оказывалась такая помощь, выживание талибов было бы невозможно, говорит эксперт. То есть, по его словам, простая логика показывает, что многие страны поддерживают сохранение власти у талибов. У Китая, России, Ирана, Турции, Саудовской Аравии, Индии и других активных игроков на региональной арене с талибами особых проблем нет. 4 страны Центральной Азии тоже имеют связи с талибами, и их посольства в Кабуле работают. Только Таджикистан оставался единственной страной в мире, которая строго избегала каких-либо официальных и политических контактов с талибами. Однако проводить такую политику в одиночку в сложных и запутанных мировых условиях непросто, а ограниченные внутренние возможности Таджикистана тоже не позволяют этого, считает политолог. Между тем, посол Афганистана в Таджикистане Захир Акбар написал на своей странице в Facebook, что посольство Афганистана в Таджикистане продолжает свою политическую деятельность в обычном режиме, а Афганистан является родиной стремления людей к справедливости и свободе. Официальных изменений в Генеральном консульстве Харога не произошло, позиция страны пребывания по отношению к талибам также понятна, подчеркнул посол. Таджикистан был одной из немногих стран региона, не имевших дипломатических отношений с талибами. Между тем, энергетический холдинг Барки-Тачик и афганская компания Брешна имеют договор о передаче электроэнергии из Таджикистана в Афганистан. Как вы относитесь к такому смягчению ситуации? Поддерживаете ли вы его? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!